В эфире новости, в студии Василий Радченко. Здравствуйте, смотрите в программе. Держать на контроле торговые центры и магазины в предпраздничный период. Глава Якутии провел заседание регионального оперативного штаба по эпидобстановке. С декабря стартует новая льготная программа на строительство индивидуального дома. На каких условиях якутяне получат кредиты? Фильм «Черный снег» якутского режиссера Степана Бурнашова одержал победу на самом крупном российском кинофестивале «Окно в Европу». Эпидситуация в Якутии остается сложной. В среднем в день выявляется по 200 случаев коронавируса. Завершается прививочная кампания от ОРВИ и гриппа. Начинается вакцинация от COVID-19. Первые дозы распределены между медицинскими работниками, работающими в красной зоне. Об этом говорили на очередном заседании оперативного штаба республики, которое накануне провел глава региона. Арсений Николаев выразил обеспокоенность обстановкой в ряде районов. Он поручил держать на контроле ситуацию в интернатах, учреждениях образования, в том числе в Мегино-Кангаласском районе. Среди главных задач на ближайшие 2 недели глава назвал недопущение роста заболеваемости. Особо отметить, что сейчас уже наступает пора предновогодних различных мероприятий. В том числе, конечно же, мы видим оживление и в торговле, в торговых центрах. Здесь бы я просил, чтобы Руслан Михайлович у нас по всем районам работа по контролю деятельности торговых предприятий шла. Особое внимание, конечно, город Якутск. Так, здесь необходимо работу нам дальше выстраивать, не то что выстраивать, дальше в целом на том уровне, котором она у нас в высоком была, на том ее поддерживать. Вот. По образовательным учреждениям, в принципе, понятно, что у нас ситуация позволяет сейчас без особых проблем доучиться до конца четверти. Хотя, конечно, вот уже понижение температуры, которое сейчас у нас наблюдается, оно уже ведет к тому, что многие сейчас уже из-за актированных дней переходят на дистанционное обучение. Многие школьники, в том числе в городе Якутске. Актированный день объявили для школьников столицы и некоторых районов Якутии. По данным Якутского управления Гисметеослужбы, температура воздуха в Якутске в 6 утра по местному времени составила минус 49 градусов, безветренно. Не идут в школу учащиеся с 1 по 8 классы. В северных районах температура варьируется от минус 45 до минус 51 градуса. На северо-востоке, в частности, в Теплом Ключе минус 48. Самые низкие температуры в заречных частях Якутии – Итыкёль и Крест-Хальджай минус 52, минус 53 градуса. В центральной части и на юге Якутии от минус 47 до минус 51 градуса. В травмпункты столицы увеличилось число обращений граждан с обморожением. Причиной всему резкое похолодание. Ситуацию с безопасностью на улицах города усугубляет и густой туман. О том, куда звонить в случае экстренной ситуации, расскажет Саргалана Неустроева. В этом году резкое похолодание стало действительно неожиданным для жителей Якутска. Многие были попросту уверены, зима нынче не та, что раньше. Некоторые остались беззащитны не только перед холодом, но и перед плотным туманом. Служба МЧС не перестает предупреждать, зима не время для безрассудства. Водителям, кто планирует поездки на дальние расстояния, необходимо обратить особое внимание на техническое состояние своего автомобиля. Уточните прогноз погоды на ближайшие сутки-двое, в зависимости от времени поездки. Перед длительным переездом в холодное время года заранее позаботьтесь о теплоизоляции автомобиля. Перед поездкой проверьте работу двигателя и аккумулятора. Запаситесь топливом, залейте хороший антифриз. Важно не заправляться на непроверенных автозаправочных станциях. Следует заранее запастись теплыми вещами и продуктами. Предугадать, когда тебя настигнет беда, нельзя. В чрезвычайных ситуациях главное не создавать путаницу и не паниковать. Вот уже год на территории республики действует единый номер диспетчерской службы 112. Позвонить туда можно с любой проблемой, от плохого самочувствия до горящего здания. Ежедневно в службу 112 поступает около 1500 обращений граждан. В среднем, в основном, вызовы связаны с привлечением станции скорой медицинской помощи и службы полиции.
На единый номер вызова экстренных оперативных служб можно позвонить с мобильного устройства даже при нулевом или отрицательном балансе, вне зависимости от оператора сотовой связи. Единый номер значительно упрощает процесс обращения граждан. По нему можно вызвать любую службу – МЧС, скорую, пожарную, аварийную службу газовой сети и антитеррор. Главная проблема на сегодня – невозможность дозвониться оттуда, где нет покрытия любой сотовой сети. Однако достаточно лишь одного оператора, чтобы сделать заветный звонок. Саргалана Неустроева, Джилустан Иннокентьев, Якутск. Единый день открытия кабинетов проекта «Цифровая образовательная среда» стартует сегодня в Якутске. Мероприятие запланировано на 15 часов в школе номер 25. Участие примет министр образования и науки Якутии Михаил Сивцев и администратор федерального проекта Евгений Демьянов. Цифровую образовательную среду реализуют в рамках нацпроекта образования. В учебном учреждении закупили оборудование, позволяющее обеспечить доступ учащихся, сотрудников и педагогов к цифровой образовательной инфраструктуре и контенту. Всего в 2020 году в Якутии в проекте участвуют 102 образовательные организации, из них 76 общеобразовательных и 26 профессиональных учреждений. Более 3000 семей оформили и получили кредиты по программе льготной дальневосточной ипотеки в Якутии. Общая сумма займа равна 12 миллиардам рублей, в том числе на строительство частных домов выдано 370 кредитов на сумму 1 миллиард рублей. Об этом нашему телеканалу сообщили в Республиканском ипотечном агентстве. Льготную ипотеку под 2% ввели в декабре прошлого года. Воспользоваться ею могут молодые семьи до 35 лет и неполные семьи с детьми. Также те люди, которые получили землю по программе «Дальневосточный гектар». Кроме того, с декабря стартует новая льготная программа на строительство индивидуального дома. Главное отличие именно от дальневосточной ипотеки в том, что под залог проходит абсолютно, грубо говоря, любое жилье, и в том числе строящееся жилье. Да? Нету никаких требований к земельному участку, там нет никаких требований к строительству дома, то есть все максимально упрощено. Поэтому ставка льготная по нему будет 6,1%, и она будет действовать, во всяком случае, до конца следующего года. Срок подачи заявления на получение патента продлен до 31 декабря 2020 года. В связи с отменой единого налога на вмененный доход предприниматели могут перейти на более оптимальный для них режим налогообложения. Если этого не сделать до 1 января 2021 года, они будут автоматически переведены на общий режим со ставкой 13%. Подобрать удобный режим налогообложения можно с помощью специального калькулятора на сайте ФНС России. Для перехода на патентную систему предпринимателям необходимо подать в налоговый орган заявление на получение патента до 31 декабря этого года. Заявление можно представить в налоговый орган лично или через представителя, также направить по почте, передать в электронном формате, а также через личный кабинет налогоплательщика. В Министерстве предпринимательства региона сообщили, что туроператоры предложат на новогодние каникулы недельный маршрут по посещению основных достопримечательностей Якутии. Уже открыта продажа туров на один из полюсов холода, это село Аймикон. Туристам предлагают познакомиться с культурой и традицией коренных народов, экстремальным северным коневодством и побывать у оленеводов. Расстояние от Якутска до Аймикона составляет 950 километров, а маршрут проходит через Верхоянские горные хребты по Колымскому тракту. В ведомстве отметили, что гости региона смогут вернуть до 20% потраченных на новогодние туры средств по программе туристического кэшбэка. Путешествие должно завершиться до 10 января 2021 года. Мощное цифровое радиовещание планируют в ближайшее время запустить в Якутской Арктике. Отмечается, что к разработке системного проекта ТЦТР привлечены ведущие отечественные институты и проектные организации. Они проводят оценку и расчет зон уверенного приема, которые должны быть устойчивы по времени суток, невзирая на сезонные изменения в течение всего года. Планируется 100% охват территории Якутии, части Северного морского пути и Новосибирских островов. Ожидается разработка частот и запуск пилотного проекта.
Фильм «Черный снег» якутского режиссера Степана Бурнашова одержал победу на самом крупном российском кинофестивале «Окно в Европу». Картина получила не только главный приз конкурса игрового кино, но и приз гильдии продюсеров России. О «Черном снеге» и титуле Гран-при узнаем у нашего корреспондента Айсены Бурнашовой. Обычно мы здесь встречаемся в августе, но в этот раз собрались в декабре. Распахнули окно в Европу уже в 28-й раз. В этом году кинофестиваль, конечно, прошел по-особенному. Участники в защитных масках, зал без зрителей, показы только онлайн. Но нюансы 2020 года не помешали членам жюри вынести свой вердикт. Из 70 представленных на конкурс фильмов анимационного, игрового и документального жанров они выбрали главную кинокартину. Главный приз получает фильм «Хара-Хар. Черный снег». На церемонии закрытия у меня, конечно же, была надежда получить приз, но я не рассчитывал на главный. Было большое удивление, да. А потом еще второй раз вышел на сцену, получил премию гильдии продюсеров России. Из-за этого мы были очень рады. Главный герой фильма – дальнобойщик Гоша. Он возит товары в отдаленные районы Якутии. Вместе с этим промышляет и суррогатом. В погоне за большим рублем он забывает о совести. Но рок судьбы, своего рода расплата за плохие деяния, настигает нечистого на руку героя прямо на ледовой переправе. Фильм мы делали честно, мы трудились ради идеи. И особенно хочу похвалить Федота Львова, он вообще мастерски выполнил очень сложную роль. Я дал такую сложную задачу актеру, но актер это передал и делал как надо. Съемки фильма при минус 40. В локациях пейзажи сразу 3 улусов и окрестностей Якутска. Удивительно, но сценарий фильма Степан Бурнашов заложил еще в 2014 году. Для выхода киноленты понадобилось 6 лет. Режиссер отмечает, «Хара-Хар» основан на реальных событиях, поэтому каждый зритель после просмотра сможет вынести свою правду, прочувствовать хрупкость жизни и увидеть «Черный снег» Бурнашова можно уже через месяц. Выход на экраны якутских кинотеатров планируется 29 января следующего года. Айсена Бурнашова, Джур Березкин, Выборг, Москва. На этом пока вся информация. Не забывайте носить маски, дезинфицировать руки и держать социальную дистанцию. До встречи в эфире.